законодательство улучшить по этой теме? Да, так точно. Обсуждаем мы сегодня в этот день телефонных линий семейные вопросы, Да. а вы Семейную председатель политику. комиссии по безопасности, верно? И Да, по национальной. Я председатель комиссии да, по международным делам по и национальной безопасности. международным делам. Вот. Да. И поэтому это самый тот день, когда я хочу вам, уважаемый Сергей Анатольевич, именно осветить следующий момент, которые у нас связаны тесно и с международными делами, и с семейной политикой. Значит, дело в том, что в республике с самых времен, конечно, развала Союза, но, к сожалению, непрерывно и включая по сей день, действуют глобальные фонды ЮНФПА в Минсобесе, ВОЗ в Минздраве, ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО в Минобразе. Эти все фонды, они имеют четкую установку, которая является вообще установкой ООН, как раз-таки с момента развала Союза. Тогда западный мир перестал изображать там поборника каких-то там устоев, когда-то у них христианских. Эта маска была скинута. Вот. И курс на всемирный подрыв всех традиционных ценностей и института семьи. Как в одной из важных комиссий ООН было заявлено буквально этим же словами несколько лет назад, или Генсек ООН, или кто-то там из его соответствующих, значит, должностных лиц сказал, что за последние годы мы наблюдаем ослабление института семьи в мире, и это, наверное, хорошо. Можете набрать в Гугле Белобородов, вот, сотрудник в прошлом Российского института стратегических исследований. И он там освещает, в частности, вот как раз то заседание в ООН. Да. Значит, к сожалению, на всем пространстве нашего русского мира ни политологи, ни деятели военные и государственные не имеют перед собой на русском языке, и, может быть, вам эта идея понравится, я с ней обращался к ректорам вузов соответствующих, там Иньяза, к декану ФМО и в других учреждениях, к сожалению, никому идея до сих пор не принята она. У меня, к сожалению, уже жизненный ресурс не позволяет это полностью сделать самому, но зато я могу помочь в редактировании. Значит, доклад Киссинджера НССМ-200, так, это доклад National Security State Memorandum. Он подал 206 таких документов в свое время президенту Никсону по различным актуальным вопросам политики Соединенных Штатов. А этот меморандум, он стоит совершенно особняком. Там речь идет четким, ясным языком, как Соединенным Штатам сокращать население в мире, чтобы можно было продолжать уживать ресурсы в том проценте, в котором они, их союзники, уживают. США 20% составляя 6% населения мирового, а с союзниками 40% мировых ресурсов уживают. Это нельзя будет продолжать, если не сокращать население. Вот. Ну, сейчас мы видим, как население активно сокращают всеми страшными возможными способами, да, как перемалывают мужское население территории бывшего СССР и прочие вещи. А тогда речь шла конкретно о снижении рождаемости, значит, во всем мире, и этому посвящен этот меморандум. Понятно, что то, что на бумаге имеется в открытом доступе, это лишь часть того, что там говорилось. Например, вопрос об абортах там поднят, и сказано, что это будет освещено отдельно. В самом тексте нет, потому что в США 1972 года еще проповедовать аборты было не комильфо. Вот, значит, речь идет о том, что все вот эти нам сегодня, просто вообще, сегодня великолепно известные
факторы, да, мы читаем этот доклад, и мы видим там все эти названия. Все нам знакомы, которые мы сегодня их видим, да, в страновых комитетах у нас. ЮНЕФПА, ЮНИСЕФ, конечно, ху, и еще раз ху. Еще какая-то буква. World Health Organization. Вот. Они должны стать глашатаями сокращения населения. Ушки USG, United States Government, не должны торчать из этой программы, но оно должно и самостоятельно, не только через фонды, конечно, стимулировать тех, кого надо. Как это мы будем делать? Мы будем привязывать к подарочкам, грантам, выражаясь понятным нам языком, и национальные Минздравы, по возможности и правительство целиком, но обязательно Минздравы, для того, чтобы они содействовали нашей политике в области сокращения населения. Дальше, после завала Союза, эти вещи были уже очень-очень широким веером, их распушили, но заложены они в этом меморандуме. К сожалению, он по сей день не переведен на русский язык. Его необходимо перевести на русский язык, чтобы, наконец, прекратились вот эти тупые, обывательские, популистские разговоры про конспирологию. Да? Надо, чтобы все, как я отметил, политики, политологи, государственные деятели, военные деятели русского мира, так, то есть союзного государства и, так сказать, тех людей, которые с ним солидаризуются, да, значит, видели перед собой официальный программный вот этот документ, написанный в 1972 году. Надо его видеть. Вот, значит, теперь в 1994 году прошла конференция по народонаселению в Каире. Они почему-то любили избирать столицей мусульманского мира Каир, Стамбул, чтобы принимать всяческие конвенции по расчеловечению, подрыву, значит, всех традиционных ценностей института семьи. И там уже откровенно говорилось, что необходимо всюду насаждать аборты и, значит, всякие соответствующие вещи, и уже была зацепка по извращениям. В дальнейшем мы знаем, что тренд извращений стал, значит, центральным. А от извращений перешли уже к смене пола. Смена пола – это, собственно, как бы ультимативная кастрация, с одной стороны. А с другой стороны, значит, всяческое пропагандирование неестественных путей производства человека, оно, опять-таки, будет обеспечить, что нужные люди будут производиться, ну, в конце концов, откуда у нас будут дальше извращенцы и трансгендеры, а мы их произведем извращенными способами, и они уже будут те, которые надо. А нормальное население надо вынищать. Вот. Теперь, как бы, задать вопрос можно, да, Сергей Анатольевич? Они что, всерьез думают весь мир кастрировать и извести? Понимаете, что значит всерьез думают? Они всерьез делают страшные вещи. Третий рейх, он что? Он всерьез думал поработить весь мир. Вот они прямо высадятся в Америке и перебьют там живших там тогда 6 миллионов евреев американских. Ну, как они это планировали или нет, когда они говорили, освободим мир от евреев. Трудно сказать, планировали или нет, но там, где у них руки досягнули, они творили страшные вещи. Понимаете? Так четвертый рейх глобофашизма, да, он свои страшные вещи творит по сокращению населения. Всюду, куда его руки протягиваются. Мы видим и страшные законодательства, которые они приняли в своих странах. Мы видим, как они у всех стран в мире требуют, значит, абортов и извращений, еще накладывают санкции по возможности там на страны Черной Африки, да, постоянно там Госдепартамент озабочен тем, что в той или другой стране Черной Африки вводят смертную казнь за извращенное насилие над малолетними. Понимаете, тоже это все их очень-очень заботит в мире. Значит, и, собственно, эти же самые фонды, я говорю, надо видеть вот этот, на русском языке, надо видеть вот этот НССМ 200. Да. Там все они названы. USAID. Хорошо знаю, Игорь Львович. ЮНИСЕФ. Не перечислять. Все они там. И говорят, они будут нам помогать сокращать население. Да. Поэтому то, что эти фонды... Что вы предлагаете, Игорь Львович? Прежде всего, я предлагаю очень четко обозначить
официальным образом перед народом Беларуси, перед всеми, кто находится во властях снизу доверху, да, во всех советах, должны услышать от компетентных людей, таких как вы, Сергей Анатольевич, да, что линия ООН и фондов ООН – это линия на сокращение населения и подрыв института семьи, что они направлены против жизненных интересов Беларуси. Допускаться это не должно. На практике должны быть закрыты страновые комитеты с этими глобальными фондами, перечисленных министерствах. А после этого надо сесть и хорошо перетрясти семейное законодательство и посмотреть, где уже находили выражения и идеи вот этих фондов, вот, где они нашли выражения, как оно находит выражение в выступлениях тех или других должностных лиц, когда, например, нам заявляют, что повышение возраста вступления в брак – это хорошо, потому что ответственность повышается. Когда заявляют, что женщина должна быть ответственна за ребенка, которого родила. Ну, не того, которого убила в утробе. Это, пожалуйста. Вот. Понимаете? Вот эти все вещи, они должны быть приведены в какое-то одно целое. То, что страна разворачивается от шизовекторного десятилетия, от следования диктату вот этих глобальных фондов, на конкретное осознание того, что нам не по пути. Теперь я это как бы в резких словах формулирую. Я понял вашу формулирую. идею, мысль, что необходимо провести ревизию семейного законодательства на предмет наличия в нем вот идей вот этих международных фондов. Да. Но прежде всего надо с ними самими, их самих вывести. Подрывает институт семьи. Да, вывести из всех комиссий, вывести их представителей. Их представители – это белорусские чиновники, которые работают в белорусских министерствах, и они участвуют в той или иной программе этих глобальных фондов. Понимаете? Понятно. Обратите внимание на участие чиновников белорусских вот в этих, те, кто этих фондах, в этих программах этих фондов завязаны, возможных грантов, да? Да, те, кто завязаны уже в этих программах, они, конечно, не могут вообще никак влиять на законодательство и посмотреть, что успели накротячить до сих пор. Хорошо, спасибо, Игорь Львович. У вас очень конкретное предложение, мы их рассмотрим, и я вас очень благодарю за вот ваше такое неравнодушное отношение. Ну и хочу подчеркнуть, отметить, что вы очень начитанный человек, вот, и знакомы со многими, как говорят, оригинальными документами, в том числе и прежде всего они буквально у меня в Государственного на физических носителях США. дома лежат. Можем вместе с ними познакомиться. Совета национальной безопасности США, ну и знакомы, конечно, с нашим законодательством. Поэтому я вас очень благодарю. У меня тут вторая линия прорывается. Да, ну, может быть, запомните завершение, Сергей Анатольевич, все-таки проект, доклад НССМ-200 должен быть переведен на русский. Я записал от 1972 года. Не то 72, не то 74 провал. Хорошо, спасибо большое. Всего доброго. НССМ-200. До свидания. До свидания. Спасибо вам. Боже, храни Беларусь. Спасибо.